Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами сегодня Астарта Сантия Тара. И мы делаем расклад на тему, боится ли он вас потерять и его отношение, истинное отношение к вам сейчас. Выбирайте свой вариант, а я перехожу к первому. Итак, дорогие, первый вариант. И боится ли он вас потерять? Да, я бы сказала, боится, потому что ему с вами легко, вы с ним на одной волне, идете с ним в ногу, он видит в вас партнера, друга, соратника, любимую, но не показывает вам своих чувств. Говорит вам одно, делает одно, но на самом деле чувствует другое. Потому что, смотрите, истинное отношение его к вам. Ему с вами легко и комфортно. Он с вами чувствует себя любимым, чувствует себя окруженным заботой, чувствует себя сильным, таким вот энергичным. И в то же время, знаете, у него есть такой некий страх, он сам себя, может, накручивает или обуревает его какие-то страхи из прошлого. Но вот тут есть страх, что все равно и вы его покинете, вы все равно не будете с ним до конца открыты, вы можете обмануть, вы можете уйти, вы можете предать. Вот тут есть вот внутри какие-то у него терзания и метания, неуверенность в себе, неуверенность в вас, но потерять он вас боится. Страх у него этот есть. Посмотрите на эту карту, да? Вот она прям такая говорящая. Посмотрите, сколько страхов и сколько разных существ, оказывается, он себе напридумал. Поэтому да. Но что же происходит у него внутри, что он так себя накрутил, и где весь этот корень зла до того, что он так себя накручивает и боится, что вы его покинете, что вы будете все равно с ним нечестны, что вы вот можете предать. Он с вами не может, даже не может, а очень боится быть открытым до конца, вот с открытым душой, с открытым сердцем, потому что да, вы вместе, ну вот были или есть, да, если там произошла ссора или нет, мы этого сейчас не смотрим, просто смотрим, есть ли страх. И у него такое ощущение, что все равно он был одинок с вами или без вас. Все равно он чувствовал себя одиноким. Но почему? Потому что сам с вами был не до конца открыт, потому что сам вам до конца не открывался, потому что все равно устроил на стены и себе там что-то накручивал и занимался вот самокопанием, самонакручиванием, самоистязанием. Но ощущение, что он мужчина, да, ощущение о том, что он любим, желан, и вот эти ощущения с вами тоже были, тоже есть, да, чувство любви, но и в то же время вот эта его самонакрутка, вот это самоистязание, они, увы, перевешивали те чувства, которые он испытывал с вами, когда был рядом или когда он с вами рядом. Вот здесь нужно как-то попытаться, да, достучаться и показать ему, что бы ни случилось, вы все равно будете вместе, будете рядом, что вы его поддержите, что вы ему поможете, потому что чувство одиночества и внутреннего такого его не покидало, даже когда вы были вместе или даже если сейчас вы вместе. Мужчина закрыт, и нет у него пока ни сил, ни возможности открыться. Есть только страх и понимание, что страх открыться все равно, понимание того, что если он откроется, да, его могут все равно обидеть и предать, и уйти. Вот тут я бы сказала, больше страх того, что вы уйдете, что вы его покинете, что вы причините ему боль. Вот этот страх не дает ему возможности быть с вами до конца открытым. Но и в то же время, знаете, такое ощущение, что он можете притянуть своей вот этой вот закрытостью, да, отгороженностью от вас, он можете притянуть то, что вы все-таки в один прекрасный момент поймете, что достучаться вы до него не можете, и
захотите от него уйти. Тут, конечно, нужно пытаться с ним как-то разговаривать и как-то его растормошить. И это был вариант номер 1. Будьте счастливы, будьте любимы. Всего вам самого хорошего. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 2. Итак, вариант номер 2. И боится ли он вас потерять и его истинное отношение к вам? Ну, вы знаете, дорогие мои двоечки, здесь, скорее всего, выпал страх не того, что он боится вас потерять, а того, что он боится вам открыться. Потому что есть прошлый опыт, потому что есть в прошлом какие-то обиды, разочарования, видимо, в женщинах, в отношениях. Либо здесь еще отпечаток наложила мама, его мать с детства как-то внесла свою лепту в его отношение к женщинам. Вот тут не страх потери, а страх открыться, потому что он боится сделать вам шаг навстречу, но все равно всеми силами он это пытается сделать, как бы то ни было. Он хочет быть с вами открытым, вот всем своим сердцем, всей душой, чтобы вот растопить то, что было в прошлом, избавиться от того, что ему мешает быть с вами откровенным, быть с вами чувственным, открытым, потому что, смотрите, тут нет страха потерять, тут есть страх даже по картам вот двигаться дальше в отношениях, отношения развивать и переходить уже на некий новый уровень. Потому что прошлое, родители, воспитание тут оказало какое-то прям сильное, большое на него влияние. Либо, знаете, у него небольшой опыт в отношениях с женщинами, потому что он был занят до вот настоящего момента своей карьерой, своим бизнесом, работой. Ему было не до отношений. И вот сейчас, встретив вас, да, человек пытается как-то немного абстрагироваться, уйти от того формата, как он жил до встречи с вами, и уже быть более открытым с женщинами. Если у вас отношения давнишние, да, вы не только познакомились, как нам намекала здесь карта, то все равно тут нет страха потери, а тут есть страх, что отношения могут испортиться, что вот будущее у ваших отношений, оно не такое, не перспективное, что ли, что в отношениях не будет уже той открытости, да, что было раньше. Вот тут мужчина боится как бы за будущее. Ну, знаете, что я бы еще сказала, что как бы он ни боялся за будущее, какие бы страхи его не обуревали, да, он все равно будет пытаться, будет строить, будет эти отношения с вами развивать. Потому что истинное отношение к вам, вот они, две метафорические колоды, он к вам расположен, он к вам открыт, он с вами чувствует себя мужчиной, добытчиком, сильным, смелым, таким вот мужчиной, в самом полном смысле этого слова. Вы для него все равно тот человек, который его вдохновляет, с которым ему легко, с которым ему комфортно, с которым он видит свое будущее, семью, детей. Но так как этот человек достаточно рациональный, прагматичный, он все равно думает и просчитывает, как и что может быть дальше, как и что может между вами развиваться, в какую сторону все это будет двигаться. И с одной стороны, я бы сказала, что он пытается управлять отношениями, управлять в то русло, которое он считает нужным, верным, правильным, которое обеспечит ему безопасность и комфорт. Безопасность я имею в виду там не опасность физическую, а опасность, что могут быть какие-то эмоциональные обиды, встряски, что вы можете как-то ему причинить боль. Нет, здесь мужчина контролирует процесс и боится, пытается не допустить каких-то обид, недопониманий. И, конечно, но
в истинном отношении у него также стремление быть с вами, строить с вами отношения. Да, достаточно такие уже, я бы сказала, официальные, семейные, смотрите, да. Если у вас нет детей или вы только планируете детей, то он тоже об этом думает и к этому стремится, об этом мечтает. Если, как я говорила в начале, вы недавно познакомились, то все равно он отношения с вами пытается строить, пытается управлять, пытается как-то двигать их, развивать в русло уже таких партнерских, любящих, открытых отношений, когда люди друг друга доверяют, когда люди идут в ногу друг с другом, когда они на одной волне, но и в то же время он управитель, он пытается всем управлять, двигать, продвигать и контролировать. Вот такой был у нас вариант номер 2, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы. Всего вам самого хорошего. Пусть жизнь будет наполнена только счастьем, радостью, красотой, любовью, здоровьем. С вами была Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной. И со всеми прощаюсь. Перехожу к варианту номер 3. Итак, троечки. И боится ли он вас потерять? Вы знаете, дорогие мои, я бы сказала, что нет. А нет почему? Потому что человек следит. Потому что человек держит руку на пульсе. Человек, в принципе, даже если какая-то опасность она возникает, он ее тут же пресекает. Человек не боится потерять, потому что считает, что он все контролирует, что он все знает, он все видит, он все предотвратит. Человек относится достаточно к вам легко, комфортно, и я бы сказала, что он считает, думает и так видит ваши отношения, он держит вас в своих руках, как в клетке. Вот, да, посмотрите, какие карты у нас выпали. Здесь мужчина не боится, но не боится по причине того, что он молодец, я бы так сказала, что он все держит в своих руках под контролем. Все ваши контакты сторонние, вообще всю вашу жизнь и вас в целом человек держит в руках. И как он к вам относится, истинное отношение к вам. Ну, открыто. Вот эти нижняя колода у нас, да, вообще прекрасные карты, красивейшие карты, семейные карты, любящие карты, любимые карты. Тут мужчина любит, тут мужчина видит вас и ваши отношения достаточно долгосрочными, видит здесь и перспективу, тут и легкость, и любовь, и, в общем, с вами открыт и к вам расположен. Также, смотрите, опять же, он думает, что вы к нему привязаны, вы никуда не денетесь, что он такой альфа-самец, от которого, в принципе, невозможно уйти, что он такой весь из себя прекрасный и красивый, что вы будете рядом всегда, потому что он мужчина, потому что он сильный, смелый, такой вот добытчик, охранник. В общем, все мужские качества, которые для него важны, да и для вас, он из себя представляет. И эти мужские качества, которыми он обладает, он считает, что этим он вас удержит, что он делает все для того, чтобы вы были рядом, чтобы вы были вместе. Но здесь, я бы сказала, превалирует тот факт, что он в принципе держит вас в руках, не дает вам сделать и шагу без его контроля, без его участия. Он контролирует каждый ваш шаг, каждое ваше слово, каждый ваш звонок, соцсети, ну, в общем, мессенджеры, в общем, здесь все. Поэтому тут нет страха вас потерять, тут мужчина под неустанным контролем вас держит, поэтому страха нет, дорогие мои троечки. Относится он к вам достаточно открыто, благополучно. Он видит вас, свою женщину, но вот эта карта, смотрите, их с тех вот этих вот 3 прекрасных карт, вот эта карта нас, конечно, портит всю картину. Вот здесь она, скорее всего, вы активно и, опять же, неустанно занимаетесь домашними делами. И он это на вас скинул, и он считает это нормальным, что женщина должна тянуть на себе быт одна. Вот он так видит для себя женщину, все ее функции. И
то, чем она должна заниматься в отношениях и в браке. Вот такой вот был у нас вариант номер 3, дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы. Пусть жизнь ваша будет полна только радостными, счастливыми моментами, гармонией, красотой, здоровьем. С вами была Астарта Сантье. Я с вами прощаюсь. Всех благодарю, что были со мной. До встречи в других моих видео. Всем пока-пока.